Наскальные рисунки, или, говоря языком науки, петроглифы, можно встретить во многих местах планеты, на всех континентах. Мы едва ли задумываемся о том, как и когда возникло у человека желание изображать какие-либо образы и события с помощью рисунков и символов. Нам кажется, что так было всегда, и мы правы. Можно смело утверждать, что первые рисунки появились с появлением самого человека разумного. Ученые утверждают, что первые граффити первобытные люди создали около 40 тысяч лет назад. Наскальное изображение – это есть начало изобразительной деятельности человека, заря искусства, образно говорили, детство и искусство. Мы, археологи, этнографы, историки в целом, к наскальным изображениям подходим не просто как изобразительное искусство, а как отражение духовной жизни человека, как и скорее даже как отражение его идеологических представлений. Мы видим становление человека, как он отделяется от животного мира, скажем так, через искусство в том числе. Наскальное искусство, оно позволяет археологам попытаться понять духовный мир древних людей. Писаницы, наскальные рисунки, они позволяют приоткрыть вот эту завесу и хотя бы приблизительно можно там разгадать какие-то мысли, о чем человек думал, во что он верил, чему он поклонялся. На территории Якутии известны около 130 писанец на скалистых берегах многих рек. Общее количество наскальных изображений составляет более 5000. Самые древние писаницы относятся к эпохе Верхнего Палеолита. Наряду с ними имеются рисунки и надписи, которые относятся к поздним периодам – неолиту, бронзовому и железному векам. Многие исследователи издавна интересовались и изучали наскальные рисунки. Точное количество писаниц сейчас довольно сложно определить, но их число примерно 130. На них более 5000 рисунков. Если видишь фигуры, которые представляют различные предметы, расположенные на скале запутанно и без всякого порядка, если не можешь установить ни народа, ни языка, ни времени, коим их следует приурочить, я совершенно не знаю, как тогда приниматься за дело. Эти слова произнес Герхард Миллер, один из первых исследователей ленских писаниц еще в первой половине XVIII века в его знаменитом «Описании Сибирского царства». Огромный вклад в изучение петроглифов внесли в XIX веке руководитель сибиряковской экспедиции Дмитрий Клеменц, а также Николай Виташевский, и в позднее время Алексей Павлович Окладников, Николай Кочмар, Анатолий Алексеев и многие другие. В 1940 году создается уже специальная такая экспедиция, которая называется Ленская историко-археологическая экспедиция под руководством будущего академика Алексея Павловича Окладникова. Вот Окладников сам в книге пишет о том, что основой для исследований экспедиции послужили записки, путевые записки и научные отчеты Андрея Андреевича Савина. В Якутии достаточное количество писаниц. Основная, наиболее такая высокая концентрация их – это на Средней Лени и в основном в пределах как раз Хангаласского района. Это место называется Алгуйдах, что в переводе с якутского означает «большой котел», чан.
По поверьям, здесь останавливались или здесь воспитывались воины. Изображены, значит, лодки. Рисунки выполнены светлой и темно-красной охрой. Выше есть тоже кладбище или, как скажем, погребение позднее. И там тоже изображен ангел. Тот же самый лось, он был властителем дум древнего человека. Очень лирично, но очень точно говорят, вот почему же лось стал одним из главных сюжетов древнего искусства Якутии. И самое удивительное, вот в таком стиле бронзового века рисуют Скандинавии. То, что такие есть. Когда говорят о том, что лось, может быть, был превращен древними людьми в какой-то тотем или идол, то это вполне возможно. А в то же время эти рисунки могли иметь и некое практико-идеологическое, скажем так, назначение. В последнее время передовая общественность обеспокоена в сохранности памятников культурного, природного и исторического наследия. Одним из энтузиастов в деле защиты наскальных рисунков Якутии является Прокопий Романович Наговицын, который своими публикациями в средствах массовой информации остро поднял эту проблему. Вандальные надписи, вот если вы видите, да, должны очищать энтузиасты, эти общественники, альпинисты, но под наблюдением археологов. Перед нами стоят задачи сохранения исторических памятников. Почти все древние рисунки расположены на скалах, которые состоят из известняка и песчаника. Есть серьезная угроза негативного воздействия на петроглифы от промышленного освоения и добычи природных ресурсов. У нас был прецедент, да, в районе Китары, карьер. Целую гору там свернули, рядом совершенно находились скальными рисунками. И в любом случае, вот такие промышленные разработки, они должны сопровождаться экспертизой. И если там, например, вот недвижимый памятник археологии, петроглифы, там писаницы находятся, то там не должно проводиться никаких работ. При поддержке компании «Саханефтегазбыт» в лице генерального директора Игоря Никитина в рамках крупного общероссийского проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» началась большая работа по защите, сохранению и восстановлению исторических памятников. Так, активная молодежь из Федерации альпинизма и скалолазания Якутии провела экологическую акцию «Чистые скалы. Чистое наследие» по удалению вандальных надписей и уборке мусора на знаменитых ленских столбах. Петроглифы Якутии представляют собой богатый материал для изучения истории. Все мы, не только ученые, должны осознавать свою ответственность перед будущими поколениями, вести неустанную просветительную работу среди населения, борьбу с агрессивным невежеством, выявлять, описывать и публиковать накапливаемые материалы, осуществлять охранные мероприятия. Делать это надо таким образом, чтобы об этих памятниках культуры и истории сформировалось наиболее полное представление, чтобы они не исчезли бесследно. Петроглифы Якутии, они, в отличие от других регионов Сибири, других районов, где существуют наскальные изображения, нанесены не выбивкой. Они у нас роспись краской на скале, то есть это наскальные рисунки. Археологи обычно занимаются материальной культурой, так называемой. Это вещественные какие-то предметы, которые они находят в земле. По вот таким предметам довольно сложно понять, чем человек думал, какая у него там, может быть, религия была, во что он верил. В композициях, в сюжетах вот, мы наглядно видим, что думал человек. Мне представляется, что эта технология более красочно, более живописно, более ярко отражает духовную жизнь людей того времени.
То есть писаницы занимали очень большое значение. И очень важное значение имеют для изучения древней истории человека, древнего человека. Вдвойне надо беречь наскальные изображения, надо прилагать все усилия для того, чтобы сохранить их, и они радовали глаз нашим потомкам, так же, как и нам.